увлеченно выделяли и исследовали биологически активные вещества растений в рамках проекта «Эфирные масла и другие биологически активные вещества из растений Якутии. Получение и применение». Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера проекта Наксорова Василия Васильевича. Ребята, приглашаем вас на сцену. Вся команда, выходите на сцену. Вам вручают сертификаты. Внимание, общее фотографирование после этого. Современными научными методами определяли чистоту водоемов в проекте, эко-мониторинг качества водной среды и растительности с помощью оптических методов и биотестирования. Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Протопопова Федора Федоровича и сотьютера Федорова Анатолия. Давид мне подойдет. Общее фотографирование. На стыке психологии и языкознания выполнен интересный проект «Когнитивная этнолингвистика. Связь языка и мышления». Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Павлова Степана Степановича. Приглашаем на общее фотографирование. Впервые на базе Малой академии наук современными методами изучали изменения природного ландшафта в проекте «История развития рельефа долины Энкели. Среднее течение реки Йена». Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Лыткина Василия Михайловича и Щепанову Есению Адлановну. Общее фото. В рамках проекта исследования и оптимизация процесса генерации газа права щелочном электролизере с применением солнечной энергии была создана экспериментальная установка для получения альтернативной энергии. Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Боякинова Евгения Федоровича.
фото. Участники проекта «Голосовой помощник» успешно применили передовые технологии распознавания и синтеза речи, а также искусственного интеллекта. Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Степанова Сергея Павловича. Общее фото. Динамику восстановления высокопродуктивных пастбищ в Арктике средствами геоинформационных систем исследовали участники в проекте «Дистанционное зондирование восстановления мамонтов тундры степи в Нижней Колыме». Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Захарова Моисея Ивановича и сотьютера Тимофеева Ивана Андреевича. Пионерный проект для Якутии разработка моделей на основе человеческих клеток для оценки синотоксичности лекарственных препаратов, выполнен школьниками на базе Малой академии наук. Приглашаем на сцену проектную команду и тьютера Троева Ивана Петровича и Николаеву Ирину Эдуардовну. Общее фото. Якутская межрегиональная исследовательская школа состоялась благодаря поддержке целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Впервые в истории школы приняли участие школьники из Забайкальского края и Приморского края. Позвольте выразить искреннюю благодарность нашим дорогим гостям. По щедрой якутской традиции мы хотели бы попросить их и вручить сувениры в знак нашей глубокой признательности. Памятные подарки вручает Сергей Сергеевич Протопопов. Приглашаем Декерик Марию, обучающуюся 9 класса средней школы номер 42, поселка Городского Липа, Шельковая гора Забайкальского края. Кошелец Тараса, обучающегося 9 класса средней школы номер 8 города Краснокаменск Забайкальского края. Загну Елену, обучающуюся 9 класса Кокульской средней школы номер 1
Герой Константина, обучающегося 9 класса Центра образования и движения городского округа Спас-Дальний Приморского края. Плеханову Анастасию Вячеславовну, методиста государственного автономного учреждения дополнительного образования, образовательный центр Эврика Забайкальского края. Также просим передать слова благодарности директору образовательного центра Эврика Татьяне Валентиновне Сакс и с пожеланиями успешного дальнейшего сотрудничества вручаем благодарственное письмо с памятным подарком. Попросим Михаила Михайловича вручить рекомендации для участия в республиканской конференции в конкурсе юных исследователей Энитюдя Харбю. Ну, в принципе, конечно, работы групповые. Для тьюторов большая работа определиться все-таки более узкими, такими законченными тематиками. И самое главное, продолжать работать. Потенциально у вас у всех есть возможности пробиться, поработать. Вы получили уникальный шанс работать со специалистами на оборудовании. Ну а сейчас у нас есть 4 проекта. Тьюторы, определитесь, потихонечку там можно не 4 выступающих, а больше. Самое главное, Малая Академия наук знает, ждет работы более дифференцированные, загруженные на ЛК-14, да? Если не загрузите, эта рекомендация не считается. А пока мы даем проекту эфирные масла и другие биологические вещества из растений Якутии. Ну, экомониторинг качества водной среды растительных оптических методов тоже развивайтесь, двигайтесь, у вас все хорошо. Так, у нас ребята упорно работают, делают газ и все прожигают. Я тут боялся свет, пожары, сейчас, думаю, начнется. Но все хорошо, потому что техника безопасности на первом месте. Молодцы. Исследование оптимизации процесса генерации газа и там длинное название. Ну и также мы не можем не отметить этнолингвистику, концепты, которые разрабатывает, просто увеличиваете статистику, делаете обзор и видите на теорию концепта научной школы по когнитивной этнолингвистике. Удачи! Еще раз говорю, остальные не говорят, что вы хуже. Просто очень интересные методики. Вам нужно просто объем набрать материала, и чтобы у вас все работало, не срывалось. Я могу назвать любимых своих гисовцев. Я понял, что Моисей Иванович на очень хорошем направлении, и мы вас еще активно привлечем. И у нас будет секция ГИС, вы там будете лучшими, если пробьетесь. Спасибо. Попросим Василия Климовича вручить рекомендации для публикации статей участников проекта «Школа Якутская межрегиональная исследовательская школа» с индексацией ПРИНС в Российском индексе научного цитирования. Как говорил Майкл Фарадей, самое главное опубликоваться, поэтому всех участников на самом-то деле мы решили, что должны быть опубликованы у нас, поэтому всем тьюторам я попрошу подойти и вручить это памятное премию.
Спасибо. Попросим вручить Нинель Васильевну Малышеву рекомендации тьютерам для участия во всероссийской программе «Сириус Лето. Начни свой проект» в 2024-2025 учебном году. Решением экспертной комиссии все проекты ЕМИШ получают рекомендацию на участие во всероссийской программе «Сириус Лето. Начни свой проект». Поэтому всех тьютеров приглашаю на сцену. Программа началась в 2020 году. Это федеральная программа, которая была запущена по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И цель программы заключается в создании механизмов вовлечения детей и молодежи в работу над актуальными задачами региона в области науки, бизнеса и технологий. За прошлый год на базе университета мы смогли успешно реализовать более 150 таких проектов. В рамках этого проекта маститый ученый задает научную задачу, школьник должен решить эту научную задачу под координированием студента Северо-Восточного федерального университета. Таким образом, создается некая такая трехступенчатая, очень уникальная работа над выполнением научного проекта, которая направлена на решение актуальной задачи региона. Поэтому такую рекомендацию я вручаю Степану Павлову, руководителю проекта «Научная школа проекта». Трофим Иван Петрович и Николаева Ирина Эдуардовна. Лыткин Василий Михайлович. Чепанова Евгения Атлановна. Боякинов Евгений Федорович. Продавова Федор Федорович. Навсоров Василий Васильевич. Степанов Сергей Павлович. Захаров Моисей Иванович и Тимофеев Иван Андреевич. Все, да? Спасибо. Друзья, медиакоманда подготовила для нас видеоролик. Руководитель мультимедийной пиар-школы Сергей Владимирович, тьютер Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Давайте все вместе посмотрим и вспомним, как это было.
Дорогие друзья, на этом Якутскую межрегиональную исследовательскую школу считаем закрытой. Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, с радостью и интересом познавать окружающий мир. Пусть ваши шаги в исследованиях станут дорогой уникальных научных открытий.